Косметика у казахов носила общее название опа-далап. Под ним подразумевались пудра или белила опа, сурьма, хна, басма, масляные духи, называемые этер, также далап – краска для губ. Даже в XIX веке российский дипломат и краевед Алексей Левшин в своем труде «Описание казахского народа» упомянул наличие у женщин-казашек косметичек. Помимо того, что косметические средства было не так просто достать, пользоваться ими могли не все и не всегда, исходя из религиозных и морально-этических соображений. Согласно одной из теорий, именно от тюрков Золотой Орды жительницы русских княжеств переняли привычку раскрашивать лица белилами и румянами и рисовать черные брови. Хотя исследователи всегда пытаются объяснить это якобы влиянием Европы или собственной культурой. Стоит отметить, что дороговизна и редкость косметики в давние времена, сложности в самостоятельном приготовлении различных средств для ухода были не единственными трудностями в борьбе за красоту. Благодаря кочевому образу жизни и употреблению в пищу чистых и полезных продуктов казахские женщины надолго сохраняли молодость, подвижность и почти никогда не страдали ожирением. Известно, что кочевники отлично разбирались в растениях и активно пользовались своими знаниями не только в быту или медицине, но и находили им декоративное применение. Признаками аристократического облика знатных казашек того времени считались одежды из дорогого шелка и парчи, меха горностая и соболя, бриллианты и жемчуга, массивные золотые украшения, павлиньи перья. Известно, что в доколониальную эпоху дочери казахской знати, особенно невесты, носили на себе до 20 килограммов золотых украшений. Это серьги, браслеты, кольца, нагрудники, подвески и прочее. Арабский географ Али Дриси писал о кипчаках. Их женщины красивы, они выносливее мужчин и более предприимчивы в добывании всего необходимого, в силу их энергичной натуры и горделивого характера. Учеными уже давно доказано, что внешние признаки женской красоты имеют непосредственное значение в вопросах выживания рода. Блестящие волосы, белые ровные зубы, чистая кожа говорят о здоровом организме. Крепкие ноги позволят убежать от хищников и врагов. Красивая грудь и широкий таз, значит, будет легко рожать и выкармливать потомство. Но помимо физического здоровья всегда ценилось и психологическое состояние. То, что мы называем душой. Многие люди, говоря о красоте, подразумевают лишь яркую внешность. Но ведь это всего лишь оболочка. Чего стоит красивая форма, если внутри нее лишь пустота? Истинная красота кроется в гармонии между внутренним и внешним. В огне, который горит в сердце и заставляет светиться глаза и румяниться щеки.